Кто хочет подарки подарить, пожалуйста. Я хочу. И цветы тут, я вижу, вот есть товарищи у меня с цветами. У нас скромная журналист дома посмотрит. Спасибо большое. Я тоже хочу сказать, я же не говорила, созревала. Александр Георгиевич, вот сегодня опять с новой, совершенно неожиданной стороны открылся, да? Потому что первый цикл, который вот в первом отделении, я много, да, практически все видела, с удовольствием сегодня, наверное, некоторые третий, там, какой раз даже, не знаю, посмотрела. И вот второй цикл я бы назвала такой итальянский праздник у нас был сегодня. Спасибо за такое. Я не ожидала, Александр Георгиевич, что вот... Потому что я помню, когда вас спрашивала про Италию, вы сказали тогда, что я не буду из этого делать, потому что это не то. Но, видимо, проходит время, осмысливаешь как-то, потом меня просто поражает ваше удивительное, наверное, только мужчинам, что ли, свойственно. Ведь я это все слышала и ничего не помню. Он все помнит, что 9 метров, вот этот в пантеоне, эта дырка. Я стояла по ней, ну убей меня, что на 9 метров я не помню. Но то, что соединение вот это, Александр Георгиевич, абсолютно точно, да, там действительно состояние совершенно какое-то ненормальное, да, когда там стоишь. Что мне еще нравится у него, ну, многие люди, когда ездят за границей, да, у него, я на него посмотрела, вот, а в основном привозят какие фотографии, я их называю «я и памятник», да, то есть везде на фоне «я любимый». У него ни одной фотографии, ну, понятно, что фотоаппарат с собой. Вот, ладно, хоть один раз жену сфотографировал. Да, вот. Ну, в отражении, да. Но вот удивительно, как он видит какие-то моменты такие, которые обычный турист с замыленным взглядом, он их просто не замечает. Александр Георгиевич, спасибо вам огромное, что вы второй раз мне Италию совсем по-другому открыли. Еще хочу сказать, почему вы в Сан-Марино трезвые были? Это же единственный город в мире, где менеджеры рекламные работают с особым способом. Туда приезжаешь, там тебе сразу бесплатно напаивают, там при въезде с тобой магазинчик, попробуйте вино, говорят. Итальянцы же они такие праздничные люди. Ты пробуешь, потом как идиот все деньги там оставляешь, потому что вот он вот трезвый, я это поняла по съемкам.